Здравствуйте. Доброе утро, мы вас приветствуем. Светлана Звонарева. Влад Портнов. Сегодня понедельник, 30 марта. Да, заканчивается уже первый месяц весны. Сегодня в российском праздничном календаре памятных дат нет. По народному календарю Алексей Вататек. С гор потоки принесет, рыба на ставу тронется, а зиму-зимушку на нет сведет. И это хорошо. Мы начинаем нашу программу, как всегда, с анонса. Делай раз. Выполняем гимнастику для лица. Ну и начнем с актуальной информации. Всем прибывшим из-за рубежа татарстанцам необходимо самоизолироваться и сообщить об этом либо по телефону горячей линии, либо в поликлинику по месту жительства. Об этом заявил главный специалист Минздрава Татарстана по эпидемиологии и иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов. Причем неважно, на каком транспорте они прибыли, на самолете, поезде или автомобиле. Если татарстанцам известны случаи несоблюдения карантина прибывшими из-за границы людьми, об этом также необходимо сообщить в соответствующие структуры, сказал Лопушов. Напомним, обратиться на горячую линию Роспотребнадзора можно круглосуточно по телефону 296 02 24. По вопросам профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса можно позвонить в Минздрав Республики по телефону 231 20 70. Ну и еще раз призываем вас, оставайтесь дома, там очень хорошо. Ну и кроме этого, для сохранения бодрости духа у нас есть идеи, чем заняться. Вот первая из них. Здравствуйте, я Роза Булатова, и сегодняшняя рубрика о том, как в суете повседневных забот нам, женщинам, сохранять состояние спокойствия и умиротворения. И сейчас мы расскажем и покажем, что можно начать делать прямо сейчас или с завтрашнего утра. Мы покажем простую медитативную технику контроля за дыханием, которая освобождает ум от мыслей и тревог, успокаивает, дарит состояние гармонии и уравновешенности, чего так не хватает в наше напряженное время. Можете делать ее утром сразу после пробуждения или в любое удобное время. Садимся ровно, плечи круговым движением уводим назад, глаза закрываем и стараемся прочувствовать ровное и спокойное дыхание. Одну ладошку можно положить на грудную клетку, вторую ладонь на живот. И давайте сначала просто подышим животом, стараясь прочувствовать, как на вдохе живот округляется, на выдохе уходит в себя. На вдохе живот округляется, на выдохе уходит в себя. И стараемся прочувствовать, как прохладный воздух входит в ваши ноздри, а более теплый воздух выходит. Попробуем выполнить дыхательную технику квадрат дыхания. Вдох на 5 счетов, задержка дыхания на 5 счетов, выдох на 5 счетов и снова задержка дыхания на 5 счетов. И стараемся просто наблюдать спокойное, ровное, естественное дыхание. Спину при этом держим прямо, макушка головы вытягиваясь вверх, лицо расслаблено. И сейчас мы с вами сделаем технику дыхательную, она называется Надя Шодхана Пранаяма. Указательный средний палец мы кладем на зону третьего глаза, безымянный и большой они остаются у нас рабочие. Вдох и выдох начинаем через ту ноздрю, через которую вам комфортно. Максимально глубокий вдох через левую, левую закрыли. Выдох через правую. Максимально глубокий вдох через правую, правую ноздрю закрыли. Выдох через левую. Вдох через левую. Выдох через правую. И затем, когда выполните последний дыхательный цикл, ладони расслабленно положите на колени, сделайте глубокий вдох через нос, максимально растягивая его. И выдох. И еще раз глубокий вдох. Выдох. И попробуйте наложить задержку дыхания. Вдох. Задержка дыхания, выдох и снова задержка дыхания. И сейчас ладони соедините на уровне грудного центра и сделайте еще раз глубокий вдох, выдох, и еще раз глубокий вдох, выдох. И мысленно себе улыбнитесь, прям искренне от самого сердца. И поблагодарите себя за практику.
Уделяйте этим простым упражнениям по 10-15 минут, и вы почувствуете результат. С утра медитация приведет в порядок ваш ум, даст заряд энергии, подготовит к началу дня, а вечером позволит снять напряжение и усталость. А регулярные занятия медитацией повышают настроение, учат расслабляться и не реагировать на стресс, улучшают концентрацию, память и интеллект. Мы все живем в ожидании, что скоро ситуация с вирусом изменится в лучшую сторону, и мы все заживем как обычно. И снова появится возможность вести обычную жизнь. Поэтому мы встречаем первого гостя. Это Ольга Гришукова, заведующая мемориальным комплексом «Книга памяти». Ольга, доброе утро. Здравствуйте. Музей закрылся на карантин. Да, мемориальный комплекс «Книга памяти» закрыт временно для посетителей с 28 апреля с 28 марта по 5 апреля. Мы пока не знаем когда он откроется, да, пока мы все находимся в ожидании. То есть ориентировочно 5 да, апреля, а там дальше уже, если кто-то захочет вдруг посетить, то это нужно, будем наверное, следить за развитием событий. Но мы все равно, у нас огромное количество мероприятий, у нас огромное количество памятных дат, важных дел, которые так или иначе будут продолжаться после того, как эта эпидемия закончится. Что в планах? Что интересного происходит в музее, какие-то есть новшества, что могли и смогут еще увидеть пришедшие в музей? Конечно, дата большая, 75-летие Победы и затем 100-летие образования Татарской ССР. Мы готовимся. Очень много прошло мероприятий, очень много прошло музейных занятий. Мы работаем не только в стенах нашего мемориального комплекса, но выезжаем в школы, работаем со школьниками. Работали до определенного периода 111-я школа, 85-я школа, 54-я. Это вот наши такие школы, да, с которыми мы сотрудничаем очень тесно. И они приезжают к нам, кадеты, приглашаем ветеранов, тружеников тыла, людей, которые являются, которые относятся к категории детей войны. То есть вот они проводят свои воспоминания, проводят такие встречи, и эти встречи носят такой патриотический уклон, очень важный и для детей, и для самих для тех, ветеранов. Конечно, это опыт, это очень большой опыт. А затем мы проводили экскурсии по Парку Победы, тематические экскурсии. Это «Вечный огонь» и «Оружие Победы», и обзорная экскурсия по Парку Победы, вклад Татарстана в победу над фашизмом. Мы работали с детьми с ограниченными возможностями. Мы выезжали в детский интернат в Дербышке. Мы выезжали с музейными занятиями в ДРКБ. Вот с такими детьми работали. Сейчас что мы делаем, да, в связи с эпидемией, в связи с вирусом, мы проводим выставки, фондовые показы. Нам любезно предоставила экспонаты на временное хранение коллекционер. И вот мы, эти экспонаты, они предметы солдатского быта. То есть это всевозможные кружки из гильз, это какие-то семейные реликвии или тоже вот коллекционер именно вот собирал где-то? Она собирала долгое время. Вот, она увлеченный человек, Самигуллина Галия Миргасимовна. Вот, и она, в общем-то, нам оказала вот сейчас помощь. И мы эти экспонаты экспонируем, да, вот онлайн, на сайтах. Мы являемся структурным подразделением НКЦ «Казань», то есть вот на сайтах НКЦ «Казань». Вот как раз, да, вот. То есть выставки сейчас они не могут быть вживую, значит, они в режиме это сейчас онлайн. Очень актуально, потому что многие выходят вот на онлайн-экскурсии, даже онлайн-концерты, различные мероприятия. То есть вот какая услуга? Эту услугу вы тоже предоставляете? Да. То есть мы оказываем. Затем мы научно-издательская у нас деятельность. Мы рассказываем о ветеранах, да, и вот в «Вечерней Казани» выходят наши статьи, да, наших сотрудников, и в других газетах. То есть вот такая деятельность у нас. Давайте мы сейчас адресно, конкретно направим людей, куда заходить в интернете, что искать, что гуглить, чтобы найти информацию, чтобы найти где-то какие-то онлайн-выставки и так далее.
Нужно сказать, что в мемориале в зале представлены мониторы, на которых находится информация о погибших воинах, о пропавших без вести. Всем вам известно, что на фронт Татарстана ушло 700 тысяч, 350 тысяч погибли, являются пропавшими без вести, 350 тысяч вернулись. И вот это о пропавших без вести и погибших вот как раз-таки отражают мониторы информацию. Да? Вот. Сейчас мы работаем с волонтерами, они непосредственно обращаются к нам через WhatsApp, они присылают, допустим, кого нужно найти, да, и мы ищем на сайтах ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», то есть это сайты Центрального архива Министерства обороны. Эта информация, которая на мониторах представлена, она выложена на сайте Кремник. То есть вот... На каком сайте еще раз? Кремник.ру. Кремник.ру. Да. Кремник.ру. Хорошо. Вот. То есть основную информацию там можно найти? Основную о погибших и пропавших без вести там, да. И еще вот такой момент. Мы очень тесно сотрудничаем с редакцией «Книга памяти». И вот они любезно согласились обновить наши мониторы, и к концу апреля там будет не только информация о погибших и пропавших, но и о всех участниках, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Ну, будем надеяться, что ситуация эта сложная, которая сейчас у нас происходит, завершится, и действительно уже люди смогут побывать уже в вашем музее непосредственно, не виртуально, а лично. А пока онлайн возможности все найти тоже есть. Спасибо большое. Спасибо. Ну и продолжаем программу традиционным гороскопом. Сначала общие предсказания. Сейчас самое верное решение – это занять выжидательную позицию и не совершать опрометчивых действий. С течением времени ситуация неопределенности должна перемениться. Ну а теперь индивидуальный гороскоп. Овны, если вы уже состоите в отношениях, то знайте, в скором времени вам придется расстаться с близким человеком. К счастью, эта разлука будет кратковременной. Дома не придирайтесь никому по мелочам, прощайте родным мелкие просчеты и все такое. Тельцы, сегодня ваша привлекательность для представителей противоположного пола многократно усилится. И именно так проявляет себя Венера в эти сутки. Если вы одиноки, то можете воспользоваться этим благоприятным обстоятельством и завести виртуальный роман. Ну, сейчас это очень актуально, да, даже романы виртуальные. Близнецы. В понедельник вы должны запастись терпением и мудростью, ведь любовь часто напоминает розу, которой можно долго любоваться, а в один прекрасный момент больно уколоться. Если у вас есть дети, то сегодня придется с ними повозиться. Они будут капризничать и требовать внимания к себе. Но тем более для этого, опять же, есть время, целая неделя, да, чтобы провести дома с родными. Раки, у вас Венера вступает в свою активную фазу. Личная жизнь будет насыщена бурными эмоциями. Звезды показывают, что залогом гармоничных отношений в семейных отношениях в этот день станет умение прислушиваться к мнению и потребностям домашних, а не ставить собственные интересы превыше всего. У кого? У Льва Венера, интересно, тоже? Что-то там делает. Сейчас узнаем. Лев, сегодня, если информация о вашей второй половинке окажется не слишком приятной, то поговорите с ней по душам. Так вы сможете избежать ссоры, у вас появится возможность извлечь полезный опыт из ваших прошлых ошибок. Девы, в эти сутки порадуйте вторую половину, если не дорогими подарками, то хотя бы своим вниманием или хотя бы своим присутствием рядом. Возможно, сегодня у вас проснется ментор, склонный поучать всех вокруг, но звезды предупреждают, что лучше воздержаться от этого, чтобы не раздражать близких людей. Окончание гороскопа в конце программы. Пока перейдем к сюжету, в котором расскажем, как изменился мир и мы с вами, когда пришел коронавирус. В тематическом парке в Ла-Плата оборудовали медицинский центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. На кадрах, снятых в среду на территории пустующего парка развлечений «Детская республика», оборудуют палаты для изоляции людей, заболевших коронавирусом в легкой форме. Всего там планируется установить порядка 115 коек для взрослых и детей. Ожидается, что в провинции Буэнос-Айрес, самой большой и самой густонаселенной в Аргентине, в ближайшие несколько недель будет расти число случаев заболевания COVID-19. По словам мэра Ла-Платы Хулио Гарро, власти готовятся увеличить количество мест в отделениях интенсивной терапии с 750 до 2000. В Аргентине на данный момент зафиксировано 328 случаев заражения коронавирусом.
А братья-близнецы Денис и Павел Курсаковы решили поддержать врачей, работающих на износ в московском аэропорту Шереметьево в борьбе против коронавируса. Молодые люди бесплатно варят кофе и угощают им медперсонал возле одного из терминалов аэропорта. Необходимое оборудование и продукты для приготовления напитка братья привозят в мобильной кофейне. Мы привозим сюда машину с оборудованием, с кофемолкой, с кофемашиной, соответственно. И решили такую провести волонтерскую, как я уже сказал, акцию, где мы раздаем бесплатно кофе медперсоналу, может, каким-то сотрудникам аэропорта, которые, так сказать, на передних линиях вот так вот борьбы с коронавирусом. Молодые люди делают это полностью на добровольной основе. Братья признались, что по специальности они бармены. Однако ради доброго дела временно переквалифицировались в бариста. Наша идея в том, чтобы просто помочь, чем мы можем. Мы умеем готовить кофе. Нам несложно помочь людям, которые с этим борются. Мы не медицинские, без медицинского образования. Мы не можем прийти там и помочь им там встречать людей, обследовать это. Единственное, что мы можем, это хотя бы сделать кофейку, дать каких-то конфеток, чтобы они там справились вот с этим тяжелым периодом. По словам молодого человека, идея волонтерской акции заключается в том, чтобы по возможности помогать людям любым доступным способом. Он убежден, что если им несложно помогать, то и другие люди смогут это сделать. Мы должны еще раз уточнить, напомнить, что все мысли пока о других городах и странах откладываются, рейсы отменены, сидим дома. И напоминаем, что сегодня 30 марта, и давайте узнаем, какие события произошли в этот день на протяжении столетий. Сегодня 30 марта, и в архивах этот день отмечен несколькими событиями. В этот день, в 1972 году, умер композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени Тукая Александр Ключерев. В основе его музыки татарский фольклор, который он собирал и записывал всю жизнь. Очень популярной была написанная им песня «Родной край мой Татарстан». Одна из ее музыкальных фраз даже стала позывным татарского радио. Не менее известна и «Новая Казань», ставшая музыкальной эмблемой нашей столицы. 30 марта 1995 года указом президента Татарстана создан Государственный внебюджетный жилищный фонд. С 1996 по 2004 годы им привлечено на цели строительства жилья, объектов и других мероприятий 20 миллиардов 321 миллион рублей. Жителям из ветхих домов бесплатно предоставлено 48 576 квартир. Кроме того, осуществлялось развитие инженерно-коммуникационных сооружений, строились объекты социальной и культурно-бытовой сферы. Введены в эксплуатацию 7 школ и 9 детских садов. Казанский хоккейный клуб «Пак Барс» на время карантина изменил логотип. На новой эмблеме талисман команды «Белый Барс» изображен вот таким вот образом. Так, хоккеисты поддержали челлендж «Оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Также поступил и футбольный «Рубин». Мне кажется, если я не ошибаюсь, то первым был именно «Рубин», а затем остальные подтянулись. Здесь уже, знаешь, да, это не тот случай, когда нужно бороться за лидерство. Согласен. Мы же будем рассказывать вам, чем заняться дома. Сейчас идеи гимнастики для лица. Ее вполне можно делать, не выходя никуда, а наш специалист покажет, как. Альтернативой пластических процедур является гимнастика лица. Если регулярно ею заниматься, можно добиться заметных результатов. Первое упражнение, которое я хочу показать, это на шею. На шее тоже имеются мышцы, которые со временем начинают расслабляться, теряют тонус мышц, и она начинает уже немножко так морщиться. Это нужно поставить 2 руки в таком положении к шее. Вот так вот. Не душим себя ни в коем случае.
и делаем сопротивление. Ошибочно считать, что если сохранять неподвижность лица, то можно спасти кожу от растянутости и продлить молодость. Мышцы лица, как и любые другие, нужно тренировать регулярно. Следующее упражнение также для шеи. И если кому-то будет тяжело выполнять это упражнение, то мы на коленку ставим кулак, да, кулачок наш, и на него ставим подбородок. И мы сильно нажимаем и отпускаем. Нажимаем и отпускаем. Нажимаем и отпускаем. Это также и для подбородка, и для шеи работает все абсолютно. Так 10 раз. В результате получения нагрузки постоянно мышцами обретается эластичность. Следующее упражнение я хочу показать для носа. Делаем мы упражнение так. Поднимаем пальцем нос кверху, чтобы у нас, так как появилась, как сказать, зайчьи губки я называю. И начинаем тянуть вниз. Гимнастику можно проводить в любое время, в идеале за 2 часа до сна. Дальше мы делаем на щечки, чтобы у нас поднялись вот эти щечки. Мы складываем губки вниз и тянем, вот чтобы вот эта часть почувствовали напряжение, что у вас стянулась кожа. Вот, губы тянем вниз. Через 3 месяца необходимо поменять комплекс упражнений на другой, чтобы мышцы не привыкали к одним и тем же тренировкам. Чтобы не было гусиных лапок, пальчики ставим вот так, таким образом. То есть вот так. И начинаем сжимать, разжимать, сжимать, разжимать, сжимать, разжимать. И, конечно же, лоб. Лоб – это самое такое место. Нужно ручки соединить, поставить перед собой на лоб. То есть вот ставим на лоб. Так, держим, фиксируем посередине. Но изнутри мы открываем глаза и поднимаем их кверху. Голову держим ровно, то есть голову вот так не поднимаем. Садимся ровно. И просто поднимаем взгляд наверх. А лоб тянем, тянем к себе вниз. Тянем, а взгляд наверх. При регулярной гимнастике уже через месяц вы увидите первые результаты. Будьте красивыми. Меня вот только упражнение с носом напугало немножко. Его же сломать можно так. Ну, тебе это не грозит, он у тебя и так маленький. Хорошо. Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил, что различные смузи, добавки, упражнения и прочие средства для очистки организма от токсинов неэффективны. Он уверяет, что нормальное, здоровое тело самостоятельно их выводит. Тем не менее, существуют полезные и недорогие способы ему помочь. Но это не так просто, как выпить смузи с добавками. По мнению врача, только регулярные физические нагрузки, здоровое питание, активный образ жизни и ограничение или полный отказ от алкоголя способствуют эффективной детоксикации. Различные детокс-диеты дают лишь кратковременный эффект. И вот вам полезный рецепт в тему. На приготовление такого ужина у вас уйдет, правда, не более 15 минут. Главное заранее побеспокоиться и достать рыбу из заморозки. Мы сегодня используем филе тилапии. Это морская рыба. Вы, в свою очередь, можете заменить абсолютно любым нежирным вариантом рыбы. Может быть, даже и жирным. Да, наверное. Но ты об этом нам расскажешь чуть позже. Также для рецепта нам понадобятся яйца, горчица, орехи. Мы сегодня используем миндаль, а также овсяная мука. Тогда я займусь приготовлением кляра, смешаю яйца и горчицу. А я измельчу орехи для панировки.
переходим к панировке и произведем все в 3 этапа. Для начала обваляем филе в муке, смешанной со специями. У нас были использованы паприка и соль морская. Также у нас есть яйца взбитые с горчицей и измельченные орехи. Жень, пока я буду заниматься филе, можешь, пожалуйста, рассказать, почему именно рыба, почему именно на ужин? Рыба – это рекордсмен по содержанию белка. И так как белок – это единственный нутриент, который у нас не запасается и, соответственно, не откладывается на бока, то именно ему стоит отдавать предпочтение в вечерний прием пищи. Так как мы используем еще орехи и овсяную муку в небольшом количестве, то это не навредит. Поэтому, если вы думаете о том, чтобы съесть на ночь, то голодать не стоит, а стоит именно съесть какое-нибудь белковое блюдо, как у нас рыба, либо это может быть птица, яйца или творог. Прекрасно. Спасибо большое, Женя. Сейчас мы сделаем ту же абсолютно операцию с еще одним филе и отправим все запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. Пока запекается наша рыба, мы займемся гарниром. И сегодня у нас зеленые овощи. Не просто так они зеленые, ведь картофель – это тоже овощ, но на ужин это не лучший выбор. Мы выбрали зеленые брокколи и спаржу, потому что в ней минимальное количество углеводов. Это именно то, что нам нужно на ужин. А в дуэте с рыбой вообще какая-то бомба, правильно? Здоровая. Здоровая бомба, да. В сочетании им также может быть помидор, либо перец и огурец. Сладким овощам лучше не стоит отдавать предпочтение. Спасибо. Это, по-моему, отличная мотивация для того, чтобы есть именно зеленые овощи вечером. Но для того, чтобы сохранить максимум витаминов и пользы, мы будем использовать такой метод, как бланширование. Мы заранее вскипятим воду, слегка подсолим ее и отправим овощи минуты на 3 для того, чтобы они схватились. После мы переложим их в дуршлаг и будем обдавать холодной водой для того, чтобы прекратить процесс приготовления и при этом сохранить какие-то полезные свойства у наших овощей. Мы сегодня используем, как Женя сказала, спаржу и брокколи. Я думаю, что мы можем использовать также спаржевую фасоль, стручковую фасоль, или это может быть цветная капуста. Да, верно? Да, абсолютно верно. И главное, что в любом магазине в любое время года можно найти эти овощи в замороженном виде. Учитывая, что при заморозке сохраняются все витамины и полезные свойства, то вы ничего не теряете, поэтому можете спокойно заменять и не переживать. Прошло 15 минут, мы успели приготовить рыбу и овощи. Сейчас все выложим на тарелку, дополним сочными дольками лимона и можно подавать к столу. Отлично, у меня как раз готов мой альтернативный майонез. Это греческий йогурт, горчица и зубчик чеснока. В дни самоизоляции как никогда актуальным становится общение по телефону. Ну и, конечно, лучше всего об этом расскажут и знают наши маленькие эксперты. Мы расскажем про телефон. Алло, алло, алло. У всех, у кого есть карман, там лежит телефон. Он похож как на белую плитку и на шоколадку белую или на черную. Если на телефоне 3 точки, он крутой, а если 2, то он не крутой. У мамы всегда розовый телефон, а у папы черный. Но папа строгий, и он не любит никакие розовые цвета. Но маме он все равно дарит розы. А мама любит розовый. Телефон – это такая штука, которую взрослые не дают детям, потому что у них может испортиться зрение, и им придется покупать очки.
Вот в предстоящую неделю, в начавшуюся уже, я думаю, что телефон будет самым, наверное, необходимой, самой популярной вещью. Лучший И тут уже не скажешь, что ты так долго разговариваешь по телефону, потому что это вот такое вот средство общения будет. Да, но мы к следующей теме готовы переходить. Да, у нас в студии уже появилась Ольга Латфуллина. Значит, нас ждет рассказ об очередном районе Татарстана, истории и погоде в нем. Утро доброе! Как всегда, по понедельникам я, Ольга Латфуллина, рада приветствовать вас у экранов телевизоров. И сегодня нас ждет рассказ о поселке городского типа. Его название созвучно с распространенным мужским именем или отчеством, или даже фамилией. В общем, всем Алексеем Алексеевичем или Алексеевым большой привет! А также жителям поселка Алексеевское. Он основан в 1710 году. Тогда же и получил свое название по первому храму Воскресения Христова, один из пределов которого был освящен в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Того храма давно нет, а вот его духовные традиции унаследовал Воскресенский собор, одна из главных достопримечательностей поселка. Первый камень в его основании был заложен в 1996 году, а торжественное освящение прошло в 2008. Своей красотой и радушием собор привлекает множество паломников и гостей района. Его очень хорошо видно с федеральной трассы, которая пересекает Алексеевское. Не заехать невозможно. Еще одно излюбленное место паломников и жителей – Ахтырский источник. Это небольшая часовня в честь Ахтырской иконы Божией Матери на берегу живописного озера. Что еще можно посетить в Алексеевском? Конечно же, экспозиции музея родного края. В них запечатлены самые яркие страницы истории района. Побывав в краеведческом музее имени Салиха Батала, можно многое узнать из жизни уроженца Алексеевского района, известного татарского поэта. Кстати, его младший брат Абдулла Батал, соратник Мусы Джалиля, был казнен вместе с джалиловцами в 1944 году. Их именами названы улицы в одном из сельских поселений района. Всего же из этих краев на фронт в годы войны ушли 12 тысяч человек. Многие домой уже не вернулись. Жители Алексеевского внесли огромный вклад в победу над фашистами, работая в тылу. Такая пищевая продукция, как сухое молоко, сливки или даже творог, производилась и отправлялась на фронт именно с местного завода. Здесь производили пиломатериалы, которые в дальнейшем шли на изготовление прикладов для винтовок, вязали для солдат теплые вещи. Работали валяльный, ткацкий, предельный и портновский цеха. Сегодня, спустя несколько десятилетий, изделия алексеевских мастериц также востребованы по всей стране. Это такие сувениры, как полотенца с национальными орнаментами, памятной символикой, вышивкой, скатерти или салфетки. В Алексеевском районе функционирует одно из мощных в Татарстане дорожных предприятий – развито сельское хозяйство. Резюмирую свой рассказ. Деревенское спокойствие и городская деловитость, энергия строек и такое родное тепло семейного очага. Современные постройки и сельские дома – все это объединил в себе Алексеевский район, расположенный в самом центре нашей республики, на живописных берегах Камы и Малого Черемшана, на границах с Чистопольским, Аксубаевским, Нурлатским, Алькеевским, Спасским и Рыбно-Слободским районами. А теперь о погоде в Алексеевском муниципальном районе. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 11, и это будет самый теплый день на этой неделе. Завтра, во вторник, максимальная температура достигнет 2 градусов тепла, а вот ночью будут заморозки до минус 3. В среду на термометрах также 3 градуса, но уже выше нуля. В четверг днем плюс 5, а вот ночных заморозков уже не ожидается. Пятница, суббота и воскресенье будут примерно одинаковыми. Воздух прогреется до плюс 8 градусов, но будет пасмурно. На этом у меня вся информация. С пожеланиями здоровья я говорю вам до свидания. Увидимся через неделю. Продолжаем программу. Еще раз всем здравствуйте. Сейчас сюжет полезный для всех родителей. Да, для действующих и, возможно, для будущих на перспективу. Так что давай смотрим вместе. На
На ладошках малышей сосредоточено огромное количество точек, регулярная стимуляция которых способствует как развитию их интеллектуальных способностей, так и укреплению здоровья в целом. Именно на это и направлены игры для мелкой моторики. В этом видео мы подготовили 6 идей таких игр для детей от 1 года до 2 лет. Массаж ладошек. Это самый простой и универсальный для всех возрастов способ развития мелкой моторики. Сначала разомните ладошки малыша мягкими поглаживающими и надавливающими движениями. Затем помассируйте каждый пальчик от основания к кончикам. Для такого массажа идеально подойдут резиновый шипованный мячик и кольцо суджок. А чтобы превратить процедуру в увлекательную игру, сопровождайте массаж потешками или придумайте свои забавные истории. Специализированные игрушки. Всевозможные сортеры, конструкторы, игрушки, бусы, мозаики и пазлы из разных материалов идеально подойдут не только для развития мелкой моторики, но и для изучения форм, размеров, цветов и простого счета. Прекрасным развлечением станут также бизи-борды и пальчиковые куклы. Игра «Сокровища в банке». Для этой игры вам понадобится несколько глубоких пластиковых контейнеров или банок. В каждую из них положите игрушку или интересный предмет небольшого размера и засыпьте разными крупами или макаронами, так, чтобы спрятанного предмета не было видно. Малышу необходимо отыскать то, что спрятано в банке. Игра «Наполни копилку». Эта увлекательная игра непременно понравится любому ребенку. Ее суть – наполнить копилку, но не монетами, а разноцветными яркими пуговицами. Главное, не забывайте внимательно следить за малышом во время игр с мелкими предметами. Игра «Пластилиновые заплатки». Задача малыша в этой игре – раскрасить рисунки, аккуратно покрывая части картинки пластилином нужного цвета. Для этого необходимо лишь распечатать несколько простых и понятных ребенку рисунков и подобрать пластилин нужных цветов. Игры с бумагой. Как вариант, попросите ребенка смять небольшие листочки бумаги сначала 2 руками, а потом поочередно правой и левой рукой. Также малышу наверняка очень понравится делать аппликации, разрывая на кусочки цветную бумагу. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и до новых встреч! И снова к теме коронавируса. Ученые из Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, пишет The Straits Times со ссылкой на агентство по науке, технологиям и исследованиям. Отмечается, что благодаря этому тесту результат можно получить в течение всего 5 минут. Ожидается, что лицензия на его массовое использование появится в течение месяца, и он позволит копировать участки ДНК без температурного воздействия, пояснили эксперты. Отличные новости для всей планеты. Продолжим тему здоровья. И вот какие упражнения вы можете делать дома, причем развивая внимание. Итак, сегодня в тренажерном зале мышцы не тела, а мозга. Упражнение 1. Посмотрите на картинку и найдите 10 отличий. Это детское, казалось бы, упражнение помогает развивать внимательность. Картинки можно найти в различных газетах и журналах, а также в мировой паутине. Упражнение 2. Тест на цифры. Посмотрите на эту картинку с цифрами. Они расположены в разброс и имеют различную величину, цвет и форму. Находите по порядку цифры и произносите их вслух. Ваша цель – найти все за 4 минуты. Упражнение 3. Когда вы с легкостью будете справляться с предыдущим упражнением, посмотрите на следующую картинку. Здесь числа уже до 90, отыскать которые нужно за 9 минут. Следующее упражнение. Возьмите любой предмет и постарайтесь внимательно рассмотреть. Затем спрячьте его и постарайтесь вспомнить как можно больше деталей. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не запомните все мелочи. Упражнение 5. Не называй число. Надо посчитать от 1 до 100 и не называть каждое 5-е число. Вместо него необходимо говорить фразу «я внимателен». Упражнение 6. Найди кота. Вы думаете, что это пустая трата времени? А зря. Эта игра превосходно справляется с такой задачей, как концентрация ума. А вы попробуйте найти здесь кота. Можете использовать любые другие картинки, которые найдете в интернете. Упражнение 7. Найди слово. Представляем вам пример такого задания. Необходимо отыскать название животных в потоке букв. Все это можно делать и в обычной жизни. Дома, на улице, в магазине. Замечайте и запоминайте цветы, газоны, здания, витрины, продукты, все детали. А потом вспоминайте их. Одежда на прохожих, число проехавших машин, число шагов до 13-й остановки.
Подойдет все, что угодно. Это еще и творческое мышление развивает. Напоминаем, что в России реализуется ряд национальных проектов. И вот благодаря нацпроекту «Демография» в Нижнекамске открыты 2 гериатрических кабинета. Оказывается, стационарная геронтологическая помощь в центральной районной больнице. Организуется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, а также доставка сельского населения старше 65 лет в медицинские учреждения. И напоминаем, что людям старше 65 лет настоятельно рекомендовано на этой неделе оставаться дома, не посещать никакие общественные места, в том числе парки и скверы. В нашей студии уже появился очередной гость. Это старший лейтенант полиции Андрей Гостяев, начальник отделения 2-го отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД по Казани. Мне хотелось сегодня поговорить с гражданами о работе подразделений госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Да. Сегодня, да, и вы к нам, и мы к вам присоединяемся, то, что мы всех призываем оставаться эту неделю дома, но тем не менее. Жизнь какая-то не стоит на месте, есть какие-то уже запланированные дела, в том числе вот и в плане регистрации, допустим, транспортных средств, потому что, никто, наверное, не ожидал, что вот случится такое, и тем не менее была запланирована какая-то покупка, какие-то вот действия, вот как это можно сделать, в каком режиме, вот в режиме онлайн, например? Все регистрационные подразделения выдачи водительских удостоверений ни в коем случае не будут закрываться, то есть просто идет минимализация граждан в подразделении ГИБДД. Принимать будем граждан через единый портал госуслуг, то есть по предварительной записи на следующий день. Сайт госуслуги.ру, www.госуслуги.ру. Мы оказываем 5 государственных услуг, которые вы можете записаться через этот сайт по предварительной записи. То есть это регистрация транспортных средств, там, постановка на учет, снятие с учета, прекращение регистрации, дубликаты документов по утрате. Второе – это прекращение регистрации транспортных средств. Это новшество, которое сейчас ввели с 1 сентября 2019 года. То есть человеку даже можно не приходить в подразделение ГИБДД, он может сам в онлайн-режиме заполнить заявление на этом сайте, сделать скриншоты договоров купли-продажи, и инспектор вечером уже при рассмотрении этого материала увидит все эти документы. Оперативно так. Для рассмотрения этого заявления происходит в течение 3 дней. Но это можно сделать только по истечении 10 суток. То есть с момента продажи. То число, которое указали в договоре купли-продажи, тоже считается как первый день. Так, а госпошлина? Там есть какая-то госпошлины? Никакой нету. Госпошлины 0. Это вот приятный момент. Бесплатная услуга. То есть человеку даже не нужно приходить, не посещать районные подразделения ГИБДД. То есть давайте мы еще раз это проговорим. Сейчас просто так прийти и зарегистрировать техническое средство какое-то транспортное, да, нельзя. Нужно обязательно записаться только через портал. Исключительно сейчас только идет через запись через портал госуслуги. Это в течение этой недели, то есть самому лично, даже не то, что не надо, а даже нельзя, я бы так сказала, да? Нельзя устраивать очереди столпотворения. Я думаю, вот так. Массовое скопление людей. То есть человек записался ко времени, например, в 8 утра, подошел к 8 утра, получил свою услугу в течение часа и ушел довольный домой. Уехал на своем транспортном средстве. То есть лично все-таки можно подойти? Лично вы записываетесь на портале госуслуг, мы это сразу же видим, пофамильно, кто записался. И они ко времени подходят, окошечки у нас работают. То есть ни в коем случае ничто не закрылось, мы работаем, но только по предварительной записи. То есть, еще раз, да, нет очередей, не должно быть очередей. Нету, ничего нету. Да, хорошо. Какие-то еще операции, которые можно сделать? Зарегистрироваться онлайн, провести сейчас? Еще есть 2 государственные услуги, тоже введены у нас через этот портал. Это государственная услуга по выдаче разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. То есть есть определенные... Это тюнинг, так? Я своими... Это, проще говоря, простыми словами, переоборудование транспортного средства. Переоборудование. Допустим, установка поставили газовое оборудование. Какие-то переделки с транспортными средствами, например, с бортового переделали в бочку КАМАЗ.
цистерну. Ну, это вот ваше... Но здесь осмотр же должен быть визуальный обязательно. Осмотр транспортного средства тоже у нас будет происходить. Граждане могут пройти осмотр транспортного средства, он не закрывается, то есть как раньше работал, уже не пройдет, скажем, как раньше он работал, так и работает сейчас и в эти дни. А вот в последние недели, особенно вот в нынешнюю неделю, закрытую, так скажем, да, когда все вроде как должны сидеть дома, вы какой-то тренд наблюдаете? Больше стало людей, которые регистрируют транспортные средства? Меньше? Не изменилось? Ну, определенный мониторинг, конечно, провели, и машин сейчас регистрируют очень много в последнее время. То есть, не понаслышке, автосалоны сейчас все пустые. То есть машин очень много регистрируют. То есть это как, скупают. Давайте я буду говорить вот бытовым языком, да? Это как вот ажиотаж с гречкой, скажем так, да? Можно вот так вот сравнить? Можно сказать и то так, более да. обеспеченные люди, в общем-то, вот решили вложить. Можно сказать. Кто-то пошел за гречкой, кто-то пошел за машиной. Да. Хорошо, ладно. Значит, все через госуслуги, все операции с регистрацией, снятием. Только через портал госуслуги. Заботимся о здоровье, да? Всеобщем. И советуем вам этого. Спасибо большое. Мы продолжим нашей следующей темой. У нас гороскоп на очереди. Итак, весы. В понедельник вашими мыслями, чувствами и поступками будет руководить изменчивая луна. Это добавляет в прогноз некоторые факторы спонтанности и практически гарантирует резкую смену настроения в течение дня. Постарайтесь сдерживать эмоции. Скорпион. Иногда старших родственников лучше не посвящать в подробности бурной личной жизни. Сейчас как раз такой день, зато в семье царит спокойствие и любовь, а все проблемы, серьезные и не очень, будут обходить ваш дом стороной. Стрелец. Сегодня поступайте так, как считаете нужным. Доверьтесь сердцу, забудьте о природной скромности и действуйте. Если почувствуете раздражение, то не спешите срывать его на близких. Лучше займитесь гимнастикой дома. Физическая активность нормализует ваше настроение. Козерог. Сегодня вам нужно бороться за свою любовь. Скоро многим представителям вашего знака зодиака предстоит узнать это на собственном опыте. Не исключено, что у вас появится соперник или соперница. Но покровительство Плутона направит вас на верный путь. По крайней мере, вот есть у вас неделя, побудьте с избранником, да, чтобы эти проблемы у вас не есть 7 возникало дней ни для соперников, этого. ни соперниц. Водолей, сегодня вам лучше переключить свою энергию на любовные игры. Здесь есть все шансы добиться впечатляющих результатов. Но не нужно командовать или навязывать свои взгляды никому. Рыбы, в понедельник вам нужно преодолеть застенчивость, быть более уверенными в себе. Мысли о родных людях не дают вам покоя. Сегодня вы предпримите некоторые шаги, которые безболезненно позволят вам разрешить конфликты личного характера. Ну, с гороскопом мы разобрались, а давайте теперь узнаем, что нас ожидает завтра. Тяни носок. Упражнение для растяжки мышц ног. Где тонко? Способы такой нарезки лука. Ну что же, это и многое другое вы увидите завтра в нашей программе. Светлана Звонарева. Влад Портнов были этим понедельником с вами. Пусть неделя будет доброй и здоровой. Удачи. Пока.